Это годы первых пятилеток. Это время, когда очень многие татары Поволжья поехали на Донбасс в качестве рабочих шахтеров. «Донбасс – сердце России». Такой плакат дал название и будущей выставки. Это советская агитация 20-х годов, когда восстанавливать пострадавшую в гражданскую войну промышленность Донбасса ехали со всей страны, в том числе и из советской Татарии, хотя первые переселенцы были еще раньше. Еще со второй половины 19 века на донбасские шахты рабочие из Поволжья выезжали. Ну и, собственно, песня «Шахтеры», знаменитая народная татарская песня, и спектакль «Синяя шаль», «Зангершель», о которой столько мы говорим, о которой столько мы знаем, они посвящены именно этому периоду. Действительно, более чем столетняя история связывает Татарстан, казалось бы, такой отдаленный регион, как Донбасс. К концу 30-х численность татар в одном лишь Сталинском районе Донбасса, нынешнем Донецке, превысила 30 тысяч. Большая часть – выходцы из сел и деревень ТССР. Для них издаются газеты на татарском языке, ведется просветительская работа. Из Казани приезжают учителя, писатели, известные деятели культуры. Вокруг татарской диаспоры формируется большая сеть культурно-просветительских учреждений. Например, появляется школа ликбеза. Вот это одни из первых выпускников школы ликбеза. Вот, пожалуйста, здесь их видно. Это и мужчины, и женщины. Была очень большая такая общность, сообщество учителей. Вот здесь, например, писатель Ахмед Файзи, он у нас в середине находится. Он запечатлен как раз с учителями-татарами Донбасса. Донбасс посещали Тази Гизат, Ахмад Файзи, Рахим Саттар. На гастроли ездили татарские театры. Приезжал и композитор Назиб Жиганов. Его внук Алексей Егоров стал идейным вдохновителем этой выставки. Она соберет 150 экспонатов, плакаты, фотографии, письма, личные вещи. В 1930-м на Донбасс отправляется популярнейший тогда татарский поэт Хади Такташ. Едет в творческую командировку изучать жизнь работающих в шахтах татар. Для киносценария «Камиль». Здесь можно увидеть его командировочное удостоверение, а эта лампа – подарок Хади Такташу от шахтеров. В 1937 году Шаиф Камал приезжает на Донбасс. Он был своего рода шефом редакции газеты «Пролетар», газеты татарских рабочих. И как раз есть уникальная фотография, где Шаиф Камал запечатлен вместе с членом этой редакции. Эту фотографию сделал тогда еще молодой фотограф Евгений Халдей. Он известен тем, что в 1945 году именно он сделал фотографию, знаменитую фотографию знамени над Рейхстагом. Вот такая вот интересная связка есть между Шаифом Камалом, татарскими шахтерами Донбасса и будущей победой. Сейчас сотрудники музея продумывают формат будущей выставки. Ее надеются открыть к концу этого года. Уже известно, что экспозиция будет передвижной, и ее увидят по всей республике и не только. Лина Зинатульна, Вадим Илларионов, ТНВ Казань.